Декорации, мебель, выполненные в национальном стиле. Крымско-татарские орнаменты на подушках и почти во всех элементах декора. Такая студия особенно заинтересовала гостью из Африки. Брендона Луманси, журналиста национального канала Уганды. Большая студия и современная техника. Экскурсию проводит лично генеральный директор Эрвин Мусаев. Зарубежные гости отправляются на съемочную площадку программы «Софрага Буйрунас», которая рассказывает о блюдах всех народов Крыма. Ведущая крымско-татарской кухни, девушка Аня, которая профессионально танцует крымско-татарские танцы и имеет свою школу крымско-татарских танцев. Множество кабинетов, лабиринт коридоров, и гости оказались на радио «Ватан Седасы». Крымско-татарская музыка и песни. Некоторые из гостей не удержались и начали танцевать. Как вы танцуете под такой музыкой? Мы вещаем по всему Крыму. К концу года мы охватим 80% полуострова. Сейчас как раз идет техническое строительство всех станций вещания. Святая святых любого телеканала – редакция новостей. 6 выпусков в день и сразу на 2 языках. Все журналисты здесь обязаны говорить одинаково хорошо и на крымско-татарском, и на русском. Зарубежными гостями переводчик тоже не понадобился. Первое, что хотелось бы отметить, здесь работает высокопрофессиональный персонал. Это чувствуется. Оборудование также на высоком уровне. Особо хочется отметить, что несмотря на то, что на телеканале работают в основном представители крымско-татарского народа, ты чувствуешь, что это представители всего населения Крыма. После экскурсии пресс-конференция. Иностранцы делятся впечатлениями от полуострова. Говорят, что это очень дружелюбная республика с растущей экономикой. Уже успели пообщаться с крымчанами и сформировали свое мнение. Мне было интересно посетить телеканал «Милет». За 2 года здесь налажена отличная работа. Здесь прекрасный персонал, оборудование. И для меня большое удивление, что люди имеют такую смелость, несмотря на различные противоречия. Политические разногласия вещать и доносить правду до населения. Крымско-татарский телеканал «Милет» уже становился международной площадкой для общения с иностранными СМИ. В начале ноября при содействии официального представителя МИД России Марии Захаровой состоялся видеомост «Окно в Крым». Он позволил донести до зарубежных граждан реальную картину событий, происходящих в Крыму. Айша Шулакова, Алимек Айбулаева, Дмитрий Низовой и Рамиль Хисматуллин, телеканал «Милет».